Добрый вечер, Юрий Викторович. Очень рады видеть вас сегодня, 12 декабря 2023 года, в День Конституции Российской Федерации в Якутске на съезде коренных малочисленных народов Севера. Скажите, пожалуйста, вот о программе съезда, сколько дней идет, до какого и с какими целями, задачами вы участвуете? Программа съезда очень обширная, и, как сказал в своем послании глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев, что вся работа съезда должна быть направлена на улучшение благосостояния коренных малочисленных народов Якутии. И я думаю, что эти задачи будут выполнены, и съезд по мероприятия съезда, они начались 7 декабря по 15 декабря. Основные мероприятия это с 12 по 15. То есть повестка съезда очень обширная, и там правовые вопросы будут решаться, и оленеводство, в общем, затрагивающие все стороны жизни коренных малочисленных. Ну и в конце каждого года принято подводить предварительные итоги в районах, населенных пунктах, да, и верстать планы на год предстоящий. В нескольких словах вкратце хотелось бы узнать основные итоги года по Иенгре и ваши планы на 2024 год. Год, будем говорить, удачный. Благодаря программе переселения из аварийного жилья у нас в этом году сдается 3 дома многоквартирных. Переселено будет 51 семья. С одной стороны, мы это радуемся, но с другой, маленькая ошибка в расчетах по котельной. То есть нам сейчас приходится топить в 2 раза больше площадей. Это же у вас многолетняя проблема, да, с котельной? Многолетняя, но она хоть начала двигаться с мертвой точки. На следующий год сдается еще 53 квартиры. И в дальнейшем мы еще планируем строить не вот эти многоквартирные, многоэтажные дома, летом вот когда ездила как раз, вот проезжали мимо этих домов. Да. Такие, Да. многоэтажные же, да, там Да. 3 или 4 этажа. А мы сейчас хотим делать как в селе должны быть там или двухэтажные. В общем, на одного хозяина, чтобы был двор. И вот самое что интересное, что Роман Михайлович Щегольняк, это наш глава, он глава района. поддерживает эту идею. То есть, весьма... Чтобы людей не закрывать в каких-то 4 стенах, а чтобы был небольшой приусадебный участок, да? Да, совершенно верно. Планы у нас, какие дома построили, это будем благоустраивать наш поселок. Потому что проблем очень много. Это и ветхие теплотрассы, их надо или заново делать. В каждом, наверное, Да. в каждом втором-третьем муниципалитете, да? Да. Основная задача это у нас чистая вода. Если мы сумеем убедить правительство, что там необходим водопровод, чтобы каждому дому подходила чистая вода, то есть это одна из очень основных задач и дорогостоящих, но это все перспективно, потому что ожидаем газ, если будет вода, то можно уйти от этих старых изношенных теплосетей, и в каждом доме будет тепло и уютно, и чистая вода. Вот такие вкратце планы. Юрий Викторович, а вот ваши ожидания, глав муниципальных образований, наследников сел от именно итогов этого съезда коренных малочисленных народов Севера? Чего вы ждете? Мы ждем в первую очередь это чтобы
Оленеводство у нас росло и процветало, чтобы вот эти традиционные виды хозяйствования могли бы конкурировать с промышленными Промышленностью. зарплатами. А пока, к сожалению, в сельской местности это очень мы отстаем. Спасибо, успешного вам участия. С наступающим Новым годом! Спасибо.